Всем привет, Колкраш на связи. Я нахожусь возле турников, как будто качок, но я хочу другую мысль до вас донести. Я решился научиться играть на гитаре еще полгода назад. В общем, я купил себе гитарку, пытался учиться самостоятельно по видеоурокам, и ничего не получалось. Я не взял ни одного аккорда. И примерно, 5 месяцев, 4 месяца гитара стояла у меня дома. И я понял, что нужно заниматься с преподавателем. И сейчас, прямо сейчас, я нахожусь в поиске преподавателя, который мог бы доступным языком показать мне, как правильно играть на гитаре. Эх, где можно найти преподавателя? Кто знает? Ребята, можете посоветовать? О, смотрите, я что-то вижу. Так, пальчиком наводим. Что-то написано. Написано: обучаю игре на гитаре. Неужели? Смотрите. Еще гитара, как у меня. Кемпа или Кепма. Я уже забыл, как правильно называется, но я напишу, здесь будет правильное название. Вау, смотрите. Обучаю играть на гитаре. Я не верю своим глазам. Неужели? Ну что, попробуем. Оторвем тогда. Вот это, позвони по этому номерочку и узнаем, возможно ли научиться играть на гитаре. Здравствуйте, это Никита. Вот Здравствуйте. Общался по поводу гитары. Вы преподаватель, да? Очень приятно, меня зовут Дмитрий. Дмитрий, да? А отчество какое? Геннадьевич. Я эту гитару купил еще 3 месяца назад, но я ей не пользовался. И вот вы мне советовали приложение какое-то, называется Guitar Tuner. Я правильно скачал? Видно его или не видно? Да. Правильно, да? А у меня там деньги не своруют мошенники, если вот я установлю телефон? Нет, там есть как бы версия бесплатная, первичная, есть уже полная версия она платная. Это хорошая программа, да? Гитаристы да, пользуются. она, мне кажется, самая лучшая. То есть тут, во-первых, можно настраивать и гитару, можно настраивать и электрогитару, и бас-гитару, и даже можно настраивать укулеле. Как настраивать? Здесь крутить надо, да? Или вот тут крутим, да? Да, крутим мы, естественно, колки, если что, это вот эти вот наши штучки. Там видно, что у нас нарисована голова гриф. Голова это вот. Чтобы он был именно посередине. Крутим одновременно и играем. То есть не делаем так, чтобы мы сыграли, потом покрутили, а именно крутим одновременно. Все, щелкает, значит, настроили, да? Да. Там есть два режима. Есть режим ручной, где мы выбираем струну и настраиваем по одной. Есть авторежим, где он уже сам распознает. Все, щелкнуло. Так, третью струну, да? Я слышал, что третья струна самая такая сложная, это правда? Да, она самая противная, капризная. Не знаю почему, но там сколько-то там она герцов дает. Считается труднее почему-то, чем остальных струн. Так, это что у вас... такое, не можете подсказать? Тут что-то мне говорят, между струн запихивать надо. Для того, чтобы влага была, да, что увлажнитель, чтобы гитара не засохла. Да. Да, это... Гитара наша деревянная. Да, а вот не все используют. Что такое? Кусачки какие-то? Это каподастер. Каподастер, нам, да? Нужен для того, чтобы мы могли менять тональность песни. Допустим, у вас голос не подходит под стандартные, вдруг не подходит под стандартные песни, вы можете поменять, навесить его на какой-нибудь лад. Лад, это вы знаете, что такое, да? Лады. Вот это лады, да? Вот. И мы как бы можем поменять песню. Поменять тональность песни. И вот так. Все понятно. А вот что такое? Какая-то штучка такая, что-то играть ей надо, говорят. Это медиатор. Медиатор. Пластик. Раньше пользовались там, да, всякими. Вырезали из бутылки тоже пластиковые. Сейчас вот есть такие. Тут есть, нарисовано, как фокусируется. Есть толщина. Тоже много от него зависит. Бывают тонкие, бывают толстые. Тонкими, допустим, легче играть, наверное. Толстыми труднее. В зависимости тоже от толщины ваших струн. Какие у вас пожелания по игре? Что вы хотели сыграть? Я очень люблю песенку «Будь моим нарядом, сладким шоколадом». Кижинбек, который жену свою избил недавно.
Все, вот это я знаю. Это я знаю. Тоже жена рассказывала, бомбила. Ну, я не знаю, я не смотрел, но Я она просто сказала, надеюсь, что это слухи, поэтому я изучаю его песню. А так, если он действительно избил жену, то я не буду ее учить вообще. Я заканцелю этого исполнителя. все равно песня состоит из аккордов, и нам нужно их выучить. Вы же, Да. вы, Мне хотя наверное, бы знаете. гармонию как бы понять. Угу. Хорошо. Как учить аккорды, вы знаете? Вообще не знаю. Знаете. Я что-то смотрел какие-то уроки, видеоуроки, я ничего не понял. И у меня пальцы болят, я вот с нуля пришел заниматься. Но сейчас я хотел бы начать с чего-нибудь такого прямо, вот к той песне, в которой лежит у меня душа, допустим, Дима Билан, «На берегу неба», что-нибудь такое. Или потом «Руки вверх», мне нравится очень сильно. «А он тебя целует, говорит, что любит и ночами обнимает». У меня есть просто один братишка, да, он жестокий подкаблучник. Именно, чтобы спеть эту песню, я купил гитару. Я просто представляю, он идет из своего ВИШ, какой там у каблуков автотранспорт. Они на чем ездят? На Витце, да? Ну, Подкаблучник. Виц нет, может быть, и ВИШ, но я не знаю, я бы так не сказал. Короче, какая-то маленькая машинка есть, на которой подкаблучники ездят. И вот он, я представляю, выходит из своей машины, несет сумки, там все, ну, как полагается, как бы, да, его жена ругает все это время, да, матом кроет, подзатыльники, говорит, быстрее иди. Он такой, да, покорно вниз смотрит, и я начинаю петь эту песню. Потеряли пацана, он больше не наберет, он больше не прилетит, никто его не найдет. Вот я хочу так вот по-братски простебать. Вот из-за этого я купил гитару. Это была первоначальная цель. То есть это ваша первая мотивация, да? Да, первая мотивация. Вашего друга. Хорошо, Да. засчитано. А потом я вот все детство слушал песню Ратмира Шишкова «Ты меня не любишь». И я тоже мечтаю ее спеть. Искры костра, дым, ночь. Но я узнавал там что-то щипковое такое. Я тоже как бы не Переборы, знаю. да, какие-то, видимо? Да, ну с чего лучше начать? Что самое простое из вышеперечисленного? Ну, естественно, наверное, это вроде бы Дима Билан, у него простые аккорды там были. Все-таки Дима Билан, он поет слишком мощно. Я пока не готов для такого. Может быть, начнем с этого, с шоколада все-таки, а? Хорошо. Давайте тогда шоколада. Так, ну тоже примерные аккорды я поснимал до этого, да, мы тоже попросили, и там, оказывается, есть простые аккорды, которые мы можем сыграть вместе с вами. Да, у вас есть специальная штука такая, кабадастр, да, называется. Мы пока попробуем сделать без него, потом уже с ним. Ну, то есть, чтобы мы поняли принцип, как работает. Без кабадастра, потом с ним, да. Итак, какие нам нужны аккорды? Давайте сперва мы определимся, что вообще аккорды из себя представляют, как их вообще ставить, зачем они нужны. Все, хорошо. Показан, да? Я вижу, написано ми мажор. Нам нужно 4 аккорда в этой песне. Первый аккорд у нас будет это АМ. Так, как его зажимать? Мы видим, что у нас есть сетка. Какие-то тут непонятные эти вот крестики, нолики, да? Какие-то названия, ля миноры, ля мажоры, тут какие-то стрелочки, палочки и так далее. Вот, видим, что у нас есть вот эти вот горизонтальные линии. Да. Да, у нас есть 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6 горизонтальных линий. Так, это наши струны. Показаны они у нас сверху вниз. То есть самая тонкая струна у нас, которая у нас ближе к полу, она у нас показана почему-то наверху. Почему-то самая толстая струна, которая выше у нас находится к потолку, она у нас показана внизу тоже почему-то. Почему? Потому что мы смотрим на гитару сверху вниз, да? Ну, если мы положим ее, мы смотрим на гитару сверху вниз, голову переворачиваем, и мы ее представляем вот в таком вот перевернутом виде. Это у нас первая струна. Первая струна у вас, знаете, где находится? Ага, первая струна верхняя, да? Это шестая, это толстая. А, толстая, тогда это снизу, да? Это тонкая, да? Снизу, да. Это вот тоненькая, вот она тоненькая, потом идет потолще, потом еще потолще, потом еще, и в конце идет самая толстая. Вот это, да, самое? Да, то есть важно, чтобы вы сами понимали, что потом вы могли самостоятельно заниматься дома. Потом у нас показаны вот эти вот у нас штука 1, вот у нас штука 2, 3, 4 и 5. Да. Вот как думаете, что это такое? Это вот эти лады, наверное, 1, 2. Да, правильно. Да, это у нас первый лад, это у нас второй лад, это 3, 4 и 5. Это все правильно, да?
У нас тут осталось еще вот самое, да, основное, это вот эти вот черные кружки. Ага. И в них еще у нас показаны пальцы. Каким пальцем? Ну, вот на То есть, нижней струне получается. если- А, нет, это давай. вторая струна. Да, Тогда. вторая, да. Первый Видите, там лад, остается. вторая струна. Да, и палец у нас первый, это значит указательный палец. Указательный палец. Это первый палец. Поставили туда Что, палец, да? зажал. Потом мы идем вот сюда. Второй вот, лад. Да, второй лад уже у нас струна Третья другая струна. какая. Да, третья струна. Нам нужен третий палец, Никита. То есть не второй вы поставили, а третий. Третий это у нас уже безымянный. Третий, да, надо ставить? Да, третий, видите, вот сейчас даже увеличу. Да. Ой. А второй тогда куда? А второй у нас идет вот сюда вот. Опа, А, выше, да? выше. Вот все, вот так вот. Вот так, Поставили, да? правильно, да? Да. Теперь зажимаем, да, пытаемся. Не сильно, не со всей силы, не так, чтобы у нас прям пальцы туда впечатались. Ага. Так, чтобы они прижались. И проводим большим пальцем, да, сверху вниз. Сверху вниз. Сверху вниз, да? Похоже? Да, похоже, прям хорошо. Даже можем проверить каждую струну, как это вообще работает. Там должно быть так. Например, вот первое, да, у вас не прозвучало, да? Это может быть почему? Потому что мы касаемся этим пальцем, да? Касаемся пальцем, так вот. Нужно его немного приподнять. Видите, вот касаюсь и приподнимаю, и все нормально. Из-за этого можно сделать вывод, что нам необходимо, чтобы у нас пальцы стояли. Во, так хорошо. Так это мы сделали первый аккорд. Будь моим нарядом, сладким шоколадом. Да, Типа только там он такого. меняет. Да, он только это меняет. Там единственное, там можно даже делать не бой, можно пока сделать версию такую. Будь моим нарядом, шоколадом. Та-та-та-та. Вроде бы так нужно сделать. У нас будет первый, второй у нас будет аккорд D. D. Руки болят, да, у вас? Ага, конечно. Пальцы Так болят. должно быть. Так должно быть. Появляются мозоли, естественно, после этого, потому что, у нас это наша реакция на внешние такие раздражители. Потом постепенно появляются мозоли, и рука уже почти не болит. Теперь пробуем поставить аккорд D. Тоже смотрим внимательно, как нам поставить, какие у нас пальцы там используются. Так, сейчас я соображаю. Первый палец идет на третьей струне. Лад второй, да, или какой Лад лад? второй, да, второй лад идет. Второй лад. Потом на этом же втором ладу второй палец. Да, только на другой струне уже, да? На самой тоненькой. Ага. Да, вот он. Мы его поставили, да? То есть у нас такие два пальца должны быть. Да. Как бы один над другим. И между ними такой вот. И вот на третий палец. второй струне снизу, да? Там Мгм. еще. Ну-ка, Да, вот я да. сейчас тогда сделаю. Да. Вот, только можете мне показать, это мне не видно. Но по звуку вроде бы все нормально. Вот. Сладким шоколадом. Угу. Мы ее сделаем пока что чуть немного пониже. Она играется в си миноре, мы ее сделаем в ля миноре. Мы сейчас пока вот основу учим, да? Мы учим основу, но учим ее немного в другой тональности, пониже, на тон. Каким пальцем играть надо? Указательным или большим? Вообще все делают по-разному. Кто-то играет большим пальцем, кто-то играет всей кистью, кто-то играет указательным пальцем. Я, допустим, играю указательным пальцем. Мне проще взять вот так вот и вниз уйти. Ой, шучу. Вот, допустим, может взять, вот может большим пальцем сыграть. Мне большим пальцем не очень нравится. Потому что нужно потом идти вверх, и вот звук мне не очень нравится. То есть можно этим пальцем, если мы ходим сюда одним пальцем, этим пальцем, потом можно уже выйти обратной стороной. Так. Главное руку тоже оставить, не сильно напрягать. Нужно, чтобы движение шло как бы вниз, не от гитары, иначе будет такой противный звук. Такой не очень можно понять струну. Ну что, будем делать третий аккорд? Да, давайте, конечно, попробуем. Так, я вас обрадую. Я вас обрадую тем, что третий аккорд, он, наверное, самый халявный из всех этих, самый простой. Да, это аккорд у нас Е. Только всего два пальца. Эти два пальца на втором ладу, да, находятся. Пятая струна и четвертая струна. И четвертая, да. И что, можно уже так? Так, да? Да. Вау. У
Мне кажется, прикольно звучит. Получается, ну почему-то у Классный меня аккорд. струны звенят. Нужно много раз повторить, чтобы этого у нас не было. Чтобы у нас не было лишних касаний, лишних задеваний. Бывает так вот тоже. Не касаюсь, вот нормально. Нужно правильный угол. Ну ладно, хорошо. Значит, это самый простой аккорд мы выучили. И нужно сейчас последний, да? Аккорд. Да, последний. Четвертый. Но он, да, к сожалению, он, наверное, ну не самый сложный, наверное, но вот он такой не очень простой, потому что он широкий. Широкий, потому что вот это используется аж на 3 лада нужно поставить, нужно растянуть нашу культяпку так, чтобы у нас вот прям все 3 лада зажались. Первый лад, первый палец, это вторая струна снизу. Потом второй лад. И там уже какая четвертая струна, да? Угу, да. И потом третий палец не дотягивается. Третий палец Не это вот дотягивается, еще да? выше на струну, пятая струна. Да, пятая струна это аккорд С, да, С до мажор, вот он такой. Показать можно, пока пальцы не болят сильно. Вот, Ну-ка. ага, пока. Давай. Нам нужно положение большого пальца тоже посмотреть. Сама вообще суть гитары, ну вообще зажатие левой руки, то есть, что мы давим с одной стороны большим пальцем сюда, с другой стороны мы давим сюда этими пальцами, создавая такое подобие прищепки, да, вот так вот. Да. Поэтому лучше всего, когда у нас большой палец находится напротив остальных пальцев, вот так вот. Ага. Но я делаю иногда по-другому, то есть мне тоже бывает некомфортно, и я поэтому опираюсь на весь большой палец, вот так вот, на эту сторону. То есть я вот так вот, видите, держу, мне даже он торчит. Что касается аккорда S, который у нас широкий, да, мы можем себе тоже немного задачу упростить, если мы будем тянуть пальцы не вот так вот, а чуть-чуть под боком, вот так вот. То есть так у нас пальцы тянутся проще, нежели мы будем тянуть их вот так вот. И можно, да, кисть тоже немного выгнуть вот так вот. Тогда, вот так, когда, смотрите, то есть, когда вот так вот зажимаешь, да, всей этой, как называется, ладошкой, тогда как-то проще, что ли? Да, проще, да, я тоже вот думаю так, я тоже поэтому зажимаю такие аккорды вот именно таким образом. Навсегда я рядом, пока лишь берегу, типа такого, да? Ну да, вроде бы так там. И опять повтор, будь всегда со мною, от дождя укрою, только лишь с тобою, выше я взлечу. Вроде бы так. Ну, те же аккорды, короче. Главное, я вроде все понимаю, да, но главное как-то научиться переключаться. Это самое трудное, да, вот деталь. Переход отработать между аккордами. Это самое основное. Что, да, вы понимаете, да, у вас уже есть понимание, как его ставить, схемы вы читаете, но у вас не хватает именно памяти, чтобы вы могли так резко с одного аккорда хоп-хоп-хоп-хоп-хоп сюда-сюда сделать. Это нам нужно сделать. Извините, пожалуйста, я хотел бы показать вам переход. Хорошо, можно? давайте. Так. Только гриф лучше повыше. Еще разочек. Раз, два, три, четыре. Потом. Дальше. 7, 8. Правильно? Правильно. Хорошо, да. Вау. Хорошо. Пальцы, наверное, конечно, болят у вас, да? Получается, очень болят. Получается, я уже сделал переход с первого аккорда на второй аккорд. То есть потеряли пацана уже как бы близко, да, где-то? Типа вот. Ну, там, если я не ошибаюсь, там, по-моему, идет тоже 4 аккорда. Там есть бары, что единственное не очень хорошо, это когда мы зажимаем полностью все пальцы. Он больше не наберет. Потом вот так вот. Он больше я сейчас посмотрю. Никто его не найдет. Вроде бы так. А как Хорошо. играется шоколад? Там же как-то вы говорили, что прищепка должна быть, плоскогубцы я специально купил. Да, вам нужно поставить эту прищепку на второй лад. Попробуем, да, сейчас? Да, пробуем. Я вот только в магазине купил ее. Вот второй, вот точка третья, и вот на второй нужно поставить. Вот сюда, да? Ставлю, я не сломаю случайно свои плоскогубцы? Нет, главное, чтобы у нас струны так вот не пережали, чтобы у нас не было вот такого пережатия. Интересно, я правильно поставил или неправильно? Все правильно, прям вообще все идеально. Прям идеально. Вау! Вот так вот хочу показать. Так видно, да? Теперь у нас первый лад уже становится вот этот вот. То есть был третий, он сейчас стал первый. То есть это первый лад, это второй, это третий и так далее. Теперь с учетом этого нашего мы пытаемся сделать вот эти аккорды уже на этот манер. Тогда делаем первый аккорд, да? Угу. АМ, да? Угу. АМ. Это он?
потом это он, это прям он и есть. Ну, это, по идее, идет как бы си минор, БМ, но мы зажимаем его, да, мы зажимаем его как. Потом вот так идет. Так, да? Так. И потом идет вот где-то вот тут еще третий аккорд, он такой вот. АМ, да, только повыше, вот повыше, вот туда. Вот так вот, хорошо, отлично, да, отлично. Раз, два, три, потом 4, 5, и потом 6, 7, 8, на-на-на, и потом еще последний, самый сложный аккорд, который я не понимаю до сих пор, как брать, но мне главное хотя бы троечку запомнить. Да я даже не хочу его третий учить, мне кажется, он не нужен мне. Ну, вообще-то нужен, но мы просто, может, оставим его на другой день, да, допустим, не сегодня, но уже 3 аккорда, я считаю, это уже хорошо. Будь всегда со мною, и здесь потом... От дождя укрою, нади уже выходит. От дождя укрою, только лишь с тобою, выше я взлечу. Там меняется немножко аккорд, да? По гармошке. Нет, почему? Там все так же. Слушайте, ну мы уже где-то час сидим или сколько? 1,5 часа, 2 часа. О, как бы это... Ну, у меня пальцы болят. И я третий, четвертый аккорд я, по-моему, не смогу взять. Давайте я дома подучу его. Потому что я понимаю, что я его... Ну, это серьезно. В первый урок, 4-й аккорд, как бы, это для меня жестко. Но надо еще прогуглить все-таки и посмотреть, извинился ли он за то, что избил женщину, как бы. То есть, во-первых, как бы, избил ли он? Если как бы все-таки избил, надо посмотреть, были ли извинения, были ли они приняты, как бы. Если он не извинился, то не надо эту песню, наверное, учить. Ну, возможно. Может, он уже понес наказание за эту песню. Ну, не за песню, а за свой поступок. Я как понял, это же стандартная какая-то гармония, это же не обязательно его песня, да? Это же какая-то стандартная схема. Да, это вот, много песен строится по такой же модели. Ну, значит, мы учим не его именно аккорды, а, в общем-то, классические какие-то аккорды, такие ходовые. Да, очень переходы, да, что потом, как сказать, учим базу, что называется. Базу что потом все можно понятно, было, хорошо, я что потом спокоен. пользоваться. Ну, спасибо большое вам, благодарю вас от души.